Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире передача «Первая помощь». С вами Елизавета Алексеева. Сегодня в нашей передаче мы говорим о гельминтозах. Гельминтозы – это группа заболеваний, вызываемых паразитическими червями. Гельминтозы являются актуальной проблемой детского возраста. Но не только детского возраста. Заболеть гельминтозом может как ребенок, так и взрослый человек. Сегодня мы находимся в детской поликлинике, где проводим у родителей опрос, как предотвратить заболевание гельминтами. Все-таки, как вы считаете, как обезопасить детей от этого заболевания? Чаще мыть руки, следить за гигиеной. А если он уже заразился, как вы будете поступать, что делать? Лекарства, которые выпишет доктор. Руки чаще мыть, гигиену проводить. А если уже заразился ребенок, что будет делать? Лекарства какие-то в аптеку. А в больницу? Надо обратиться в больницу в первую очередь. Я считаю, а там уже пропишут лекарство какое надо. Анализ сдавать и лечение назначить у врача. Мыть руки, жить в чистоте. Овощи, фрукты мыть, все мыть. А вот если он уже заразился, соответственно, что вы будете делать? То обращаться к врачу, лечиться. Вот, что врач скажет, то и делать. Почаще мыть руки хозяйственным мылом или детским мылом. А когда он уже, допустим, заразился, что вы будете делать в вашей действии? Заразился, естественно, надо идти к врачу на прием и принимать препараты, которые назначает врач. В результате опроса мы выяснили, что большинство родителей знают о мерах профилактики не в полной мере. Одним из самых распространенных гельминтозов является энтеробиоз. Заболевание вызывается острицами, которые выглядят как маленькие белые черви. Длина самок остриц достигает 10 мм, а самцов 5 мм. Чаще всего энтеробиозом болеют дети. Именно они – самый уязвимый контингент в отношении соблюдения правил личной гигиены. Единственным переносчиком этого заболевания в природе является человек. Путь передачи гельминтоза контактно-бытовой. Меньшее значение имеет воздушно-пылевой путь. А основным фактором передачи являются руки, загрязненные яйцами гельминта. К факторам передачи относят также грязное нательное и постельное белье, грязный пол, ковры, предметы ухода, игрушки, посуду. Высокий процент наблюдается при несоблюдении правил личной гигиены, так как яйца гельминтов могут длительное время находиться на окружающих предметах и даже на шерсти животных, если они туда попали с грязных рук. Яйца гельминтов могут жить в течение 3 недель, если они попали во влажную и теплую среду. Возможно заражение человека от самого себя. Это называется аутоинвазия. Больной после расчесывания зудящей кожи анальной области заносит в себе в рот яйца гельминтов, находящихся под ногтями. Через рот зрелые яйца гельминтов попадают в желудочно-кишечный тракт, а из них уже выходят личинки. Личинки через 12-14 дней достигают половой зрелости. Самцы погибают после оплодотворения, а самки начинают продуцировать яйца. Для созревания яиц необходим кислород, поэтому самки спускаются в прямую кишку, выползают из анального отверстия и откладывают яйца в перианальных складках, после чего погибают. Одна самка может отложить от 5 до 15 тысяч яиц. На коже перианальной области яйца остриц дозревают в течение 4-6 часов после откладывания и тогда уже становятся заразными. Взрослые особи остриц живут около 1 месяца, паразитируя в нижних отделах тонкого кишечника и в толстом кишечнике. Острицы механически и химически повреждают слизистую оболочку кишечника, что сопровождается воспалительным процессом с образованием мелких эрозий и точечных кровоизлияний.
При глубоком проникновении личинок в стенку кишки до мышечного слоя возможно образование гранулем. У детей на фоне заражения острицами могут развиваться заболевания кишечника и желудка, такие как гастродуоденит, энтерит, энтероколит и другие заболевания. Кроме того, продукты жизнедеятельности остриц способствуют формированию аллергических реакций. Острицы ослабляют иммунитет, повышается восприимчивость к вирусным и бактериальным инфекциям, подавляется формирование поствакцинального иммунитета. То есть даже после проведения какой-либо прививки в организме ребенка иммунитет против данной инфекции может не образоваться. Главным проявлением энтеробиоза является сильный зуд в перианальной области, возникающий чаще в ночное время. Зуд появляется периодически, продолжается 3-4 дня, затем проходит и возобновляется через 2-3 недели. Бурная жизнедеятельность самок остриц в ночное время приводит к нарушению сна, капризности ребенка, невнимательности, головным болям и раздражительности. Также для энтеробиоза характерны расстройства пищеварительного тракта, боли в животе, жидкий стул, тошнота, усиленное газообразование, снижение или повышение аппетита. Возможны общие симптомы интоксикации организма – вялость, слабость, повышение температуры тела. Эти признаки могут наблюдаться при повышенной заселенности острицами кишечника. Аллергические реакции у ребенка по типу дерматитов, приступов удушья, напоминающие бронхиальную астму, также возможны при наличии энтеробиоза. Возникают они по причине того, что паразит – это чужеродный агент, на который иммунная система ребенка может среагировать гиперреактивно. Непонятные высыпания на коже, которые также практически не излечиваются, могут говорить о наличии паразита в организме. При наличии энтеробиоза в организме возможно осложнение. Механическое и химическое раздражение кожи перианальной области вызывает появление трещин, ссадин, экзематозных высыпаний, нейродермита, пиодермии. И длительная инвазия энтеробиозом формирует астеноневротический синдром. Диагностика наличия остриц основывается на жалобах больного, на данных его осмотра, но такие жалобы и данные осмотра могут присутствовать и при других заболеваниях, поэтому нужны специфические исследования. В общем анализе крови при энтеробиозе отмечается повышенное содержание эозинофилов, как аллергическая реакция на глистную инвазию, то есть на продукты жизнедеятельности, которые выделяются гельминтами. Для подтверждения диагноза энтеробиоз берется соскоб с перианальной области, где обнаруживаются яйца паразитов. Соскоб берется утром до проведения гигиенических процедур, то есть до того, как с перианальной области были смыты яйца остриц. Анализ кала на яйцеглист неэффективен, так как острица яйца не откладывает в полость кишечника. Лечением энтеробиоза занимается врач-инфекционист или педиатр. Как же нужно лечить энтеробиоз? Конечно, существует множество эффективных препаратов для лечения энтеробиоза. Но одними только препаратами невозможно обойтись при лечении данного заболевания. Почему? Да потому что существует такое понятие, о котором я вам уже говорила, аутоинвазия. То есть человек может заразиться от самого себя, а кроме того, яйца остриц могут остаться где-то в домашней обстановке, на коврах, на шторах, на скатертях и так далее. И тогда даже после проведенного лекарственного лечения ребенок просто повторно заразится. И в организме разовьются половозрелые глисты. И поэтому для эффективности лечения в течение 4 недель необходимо соблюдать следующие правила. Следить за состоянием ногтей ребенка, их длиной и частотой для профилактики аутоинвазии, поскольку яйца остриц скапливаются в подногтевом пространстве, особенно если правильно не ухаживать за ногтями. Ежедневно утром и вечером подмывать ребенка. При этом происходит механическое удаление гельминтов с перианальных складок. На ночь надевать ребенку плотные трусики, а утром менять их.
строго индивидуализировать предметы личной гигиены, полотенца, мочалки, постельное белье и так далее. Организовать сон ребенка обязательно в отдельной постели. Ежедневно проглаживать постельное белье горячим утюгом. Необходимо тщательно мыть руки после каждого посещения туалета и подмывания. В квартире необходимо ежедневно проводить влажную уборку мыльно-содовым раствором. Необходимо обрабатывать унитаз после каждого посещения туалета. Кроме того, при выявлении энтеробиоза у одного члена семьи лечение должна пройти вся семья ввиду высокой заразности заболевания. Например, если энтеробиозом больна беременная женщина, то вполне возможно заражение новорожденного. Прогноз при заражении острицами благоприятный. Как правило, медикаментозное лечение энтеробиоза в сочетании с соблюдением гигиенических мероприятий позволяет избавить детей от остриц. Однако при сохранении контактов с источником заражения возможна повторная глистная инвазия. Наша передача подошла к концу. До свидания. Берегите себя и своих близких.